Таджикистан может испортить отношения с большим братом? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как новые геополитические реалии повлияют на нашу страну. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В западных изданиях прогнозируют ухудшение отношений между Казахстаном и Россией из-за позиции, которую занял Нур-Султан в связи с войной в Украине и санкциями против Москвы. Зарубежные СМИ пишут также о встрече президентов стран Центральной Азии в Чолпон-Ате, во время которой не все участники согласились подписать договор о сотрудничестве. Отказ Нур-Султана поддержать вторжение России в Украину ухудшил казахстанско-российские отношения. Прозвучавшее на этом фоне недавнее заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о важности привлечения бегущего из России иностранного капитала вызвало ярость в Москве. Об этом пишет американский исследователь Пол Гоббл. В статье «Казахстан стремится привлечь западные компании, уходящие из России, что приводит Москву в бешенство». На заседании правительства 15 июля Токаев поручил подчиненным создать благоприятные условия для релокации в Казахстан зарубежных компаний, ушедших из России. Некоторые комментаторы в России призвали к радикальным шагам, в том числе к аннексии Северного Казахстана или разжиганию беспорядков, подобных тем, что недавно потрясли Каракалпакстан, пишет автор статьи. По оценке Гоббла, напряжение в Москве возросло настолько, что редакторам независимой газеты пришлось предостеречь на страницах издания, что Украина не Россия, Казахстан не Украина, написав, что Россия не должна относиться к Центральноазиатской республике так, как она относится к Украине. Эксперт считает, что обострение отношений с Москвой связано также с поиском Казахстаном транзитных путей в обход России и усилением своей обороноспособности для предотвращения внешней угрозы, особенно после военного вторжения своего соседа в Украину. Гоббл считает, что Казахстан и Россия будут и далее отдаляться друг от друга. Словесная война, пишет он, обострится в ближайшие дни и недели. Москва, несомненно, воспользуется своим контролем над трубопроводами, своим пропагандистским аппаратом и связями с Китаем, чтобы попытаться обуздать Казахстан. В ответ Нур-Султан, вероятно, будет проводить более националистическую политику внутри страны и стремиться к более тесным отношениям с Западом. И эта ситуация встревожит Москву и спровоцирует еще один потенциальный конфликт и дальнейший разрыв России с Казахстаном, прогнозирует автор. А как вы думаете, это вообще возможно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А англоязычное издание отмечает, что на консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Чолпон-Ате президенты 5 государств региона не смогли вместе прийти к соглашению о дружбе и противостоянию общим вызовам в регионе. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии подписали главы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Лидеры Таджикистана и Туркменистана не поставили подписи. Сообщалось, что им необходимо завершить какие-то внутригосударственные процедуры для подписания. Это было неубедительно, учитывая, что обе эти страны очень авторитарны, а это означает, что слово президента обычно имеет ключевое значение, подчеркивает автор статьи. Высокопоставленный источник издания в дипломатических кругах назвал произошедшее заминкой, а не трагедией. Леонард отмечает, что Токаев на встрече в Чолпон-Ате с воодушевлением говорил о преимуществах интеграции для региона. Токаев заявил, что Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари-Шариф-Кабул, Пешавар, от южной границы Узбекистана через Афганистан до Пакистана. Он также предложил странам региона активно использовать открытую в 2014 году железную дорогу из Казахстана через Туркменистан в Иран. Но как бы увлеченно ни говорил Токаев о сотрудничестве, его коллеги поднимали другие вопросы. Автор статьи говорит, что такая координация должна была стать важнейшим аспектом договора, продвижение которого в настоящее время застопорилось. Тем не менее, в документе нет ни слова о создании постоянно действующего органа, который мог бы конкурировать с такими структурами, как возглавляемые Россией Евразийский экономический союз или Шанхайская организация сотрудничества. Издание пишет, что если Таджикистан и Туркменистан не согласятся подписать соглашение, такой Центральноазиатский альянс может не иметь успеха. Но они предполагают, что Таджикистан и Туркменистан просто испугался своего старшего брата, который имеет весомое влияние на страны, и тем самым не подпишут в ближайшее время договор. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!